Неоспоримый факт. Даже взрослые люди любят играть. Сейчас все большую и большую популярность приобретают квесты. Некогда исключительно компьютерные, они успешно вышли в реальный мир. И главная их цель – разгадать множество разнообразных загадок, ребусов и головоломок, подобрать к ним ключ. А мы будем искать ключи от городов нашей республики. Прилетели в золотое сердце республики – Инту. Помогать искать ключи от города нам будет мобильный интернет от оператора связи Теле2. На высоких скоростях мы быстро найдем все разгадки и пройдем квест. Ну, для начала селфи на территории аэропорта. Не буду экономить, сделаю несколько, чтобы выбрать самый красивый кадр. У смартфона Теле2 Maxi Plus достаточный объем памяти. Мне удается оперативно установить все необходимые для работы приложения: Word, редактор для фотографий, диктофон, YouTube и WhatsApp с рабочими чатами. И место останется и для фотографий, и для множества видео. Я не нашла в Инте людей и фирмы, которые занимаются организацией квестов, поэтому попросила своих добрых друзей написать мне игровое путешествие по Инте. Прислать задания мне будут на электронную почту, благо интернет штука доступная. Кстати, первое задание пришло. Ответ на задание – дойти до загаданного места и отправить нам фото этого места. При верном решении ты получишь новое задание. Итак, 8-й случай Володи Ботанина. Я предлагаю нам переместиться в машину, там сухо и тепло, и спокойно залезть в интернет, в Википедию и найти ответ на этот вопрос. Я пошла. В августе мобильный оператор Теле2 расширил зону покрытия высокоскоростного 4G интернета в Инте и на территории республики. Теперь в 33 населенных пунктах Коми доступна услуга высокоскоростного интернета 4G оператора Теле2. В 1957 году сняли фильм «Случай на шахте 8». Получается, что 8-й случай – это шахта. Ответ – шахта. Я знаю, куда нам надо ехать. Вперед, встретимся там. Мы уже почти на месте. Это единственная оставшаяся в городе шахта – Интинская. Пойдемте посмотрим, что там есть. Ученые утверждают, что здесь 200 миллионов лет назад жили древние крокодилы. Новый вид назвали интозохусы. Так, первую загадку мы разгадали. Пора сделать фотографию и отправить. Я надеюсь, решение правильное, и я получу следующий вопрос. Николай из Томска. И Сергей тоже приезжий. Что бы это могло значить? Николай из Томска. Википедия нам в помощь. И сразу удача. Первая строка в поиске – Николай Томский. Выдающийся советский скульптор. Одно из его творений – 3-метровый памятник Сергею Кирову. Подарок Инте от блокадного Ленинграда. Памятник был установлен в 60-м году. Поехали туда. Ну и, конечно, фото для отчета. Я отправила фотографию, получила ответ, я все верно отгадала. И вот новое задание. Часть дороги, которая ведет к этому общественному месту, проложил лично президент России. Это аэропорт. Ха-ха-ха. Вот оно, я нашла. В аэропорт часть дороги лично проложил Владимир Путин. Оказывается, так здорово. Хорошо, что я сфотографировалась, когда прилетела, иначе пришлось бы возвращаться, а это достаточно далеко. Так что фотографии у меня есть, отправляем и ждем следующее задание. Здесь же, рядом с памятником, располагается красная кирпичная арка. Сейчас городская стена творчества. Северное лето на месте сидеть не дает, поэтому следующее задание я озвучу прямо на ходу. Олимпийка. Эх, задали мне ребята задачку. Не буду тратить ваше время. С ценной попытки ответ нашелся.
Меня атаковали комары, но я сделала это. Это башня. Я, кажется, догадалась, куда нам нужно идти. Мы на улице Полярной. За моей спиной водонапорная башня. Сейчас в ней располагается музей истории политических репрессий. Это главный символ города Инты. Заглянем вместе. Фундамент 7 метров в глубину. Общая высота со звездой почти 55 метров. Пока не очень страшно. Главное, вниз не смотреть. Нельзя не воспользоваться таким шикарным видом. Я нахожусь на верхушке практически водонапорной башни Инты. Это почти 50 метров высота. Очень красиво. И так высоко, что самое время передать привет малышу и Карлсону. Привет! Тариф от мобильного оператора Теле2 «Мой онлайн плюс» включает 10 гигабайт интернета. Кстати, социальные сети в этом тарифе бесплатны, так что я могу хоть круглосуточно выкладывать фото и ролики в Одноклассники и ВКонтакте. Фотография на фоне башни сделана, отправлена и уже даже получено новое задание. Озвучиваю. 30-летние 1,5 тонны. Если честно, у меня нет идей, я пошла искать. Нашла. Следуйте за мной. Вот эти 1,5 тонны. Кристалл дымчатого кварца. Уникальный. Больше нет такого нигде в мире. Только около администрации Инты. Кстати, подарили его на 30-летие города. Ну что ж, мой маленький квест успешно пройден. Я побывала в 5 разных точках Инты. Это удивительно уютный небольшой город, где живут сильные духом и очень доброжелательные люди.